В райцентре Кайгородского района заканчивается ремонт дороги. Правильнее даже будет сказать не ремонт, а отсыпка нового полотна. Небольшой снег не мешает, так как подрядчик работает с щебнем. А ведутся работы в районе новостроек. Местные жители уже давно ждали здесь дорожную технику. В этом месте идет активная застройка, но добраться до своих домов сельчанам до сих пор было проблематично. Виктория Палкина продолжит. Ремонт дороги жители этого микрорайона называют главным событием 2022 года. Так долго они ждали здесь технику. При выборе проектов в народный бюджет этот стал основным. Сельчане внесли свою посильную лепту – 1% от общей суммы. В рамках народного бюджета на отсыпку этого участка щебнем выделили 1 миллион 200 тысяч рублей. Ждали очень долго, мучились. Ладно на машине, а людям пройти вообще негде. То есть с колясками. Очень рады. Будем надеяться, что асфальт когда-нибудь будет. Здесь были ямы, лужи бесконечно, грязище просто по колено. Мы реально здесь ходили в резиновых сапогах. После дождя здесь вообще невозможно пройти. Щебень для ремонта дороги возили аж с Чиневорика Книжпогосского района. А это существенно увеличило стоимость работ. Местные власти вышли на правительство региона и получили дополнительно почти 7 миллионов рублей. Крайне важный социальный объект – это подъезд. Вот эта дорога, именно эта дорога, подъезд к заездам, к 6 заездам в районе новостроек по улице Мира. Здесь проживает порядка 450 человек. В основном это молодые семьи с детьми. Проезды у нас в удовлетворительном, можно сказать, состоянии. А вот именно главная дорога была в очень неудовлетворительном состоянии. Сегодня 615 метров дороги уже отсыпали первым слоем крупного щебня, идет выравнивание второго. Подрядчик привел в порядок и канавы. Этот объект стал одним из самых дорогих дорожной компаний этого года и предыдущих. Упор в Кайгородском районе делали на школьные маршруты. 3 года подряд мы как раз занимаемся этой проблемой. Мы отремонтировали в 2020 году центр села Кайгородок. В прошлом году мы отремонтировали улицу Вадерская. Это все школьные маршруты. В этом году отремонтировали улицу Интернациональная. В планах еще следующего года у нас подъезды к Ситодору и Зимовке. Все, что касается школьных маршрутов, мы надеемся уже в следующем 2023 году закрыть. В администрации Кайгородка уверены, что отремонтированная дорога привлечет новые молодые семьи, а значит и застройка в этом микрорайоне пойдет активнее. Свободных здесь еще несколько десятков участков. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Кайгородский район.